Меня зовут Панова Анна Сергеевна. Я являюсь юристом благотворительного фонда ХРСХ. Возможно, мы с кем-то уже из вас встречались на прошлом семинаре, который был посвящен техническим средствам реабилитации. И вот сегодня хочу поговорить немного с вами об организации образовательного процесса для детей с ОВЗ. У всех у нас все мы мамы, папы, у нас у всех есть детки, которые, возможно, сейчас стоят на пороге того, чтобы поступать, учиться в школу, возможно, кто-то уже учится, но родители все равно до сих пор не используют всех нюансов и возможностей. Возможно, кто-то уже заканчивает школу и планирует поступать. Поэтому сегодня по возможности мы с вами остановимся на таких вопросах, как организация приема в школьные образовательные учреждения и организация обучения детей с ОВЗ в школах, затем организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, организация детского питания, государственная итоговая аттестация, особенности ее проведения для детей с ОВЗ и порядок приема в профессиональные учебные образовательные учреждения, как в среднеспециальные, так и в высшие учебные заведения. Ну, посмотрим. Если успеем, попробуем остановиться на всех вопросах. Вообще я хочу так построить сегодняшний семинар. Я вам сначала зачитываю информацию, ту, которая у нас предусмотрена по закону, а затем вкратце постараюсь формулировать для вас, что же это конкретно вот для родителя несет в себе, да, и что ему нужно делать, как это нужно применить. Сначала я вам даю информацию, потом в конце хочу еще сказать несколько ответов по тем вопросам, которые были заданы у нас на предыдущем семинаре. Я обещала, что посмотрю информацию и тоже до вас ее доведу. И уже после этого какие вопросы у вас будут по данной теме и вообще, в принципе, какие будут вопросы, вы их озвучите, на что смогу ответить, отвечу сразу, на что не смогу, также подготовлю свой ответ. И в следующий раз с вами встретимся, когда я обязательно озвучу это. Итак, первый вопрос – это у нас организация приемов в школьные образовательные учреждения. Да? Здесь нужно что знать? Что весь этот процесс у нас регулируется прежде всего федеральным законом об образовании. Мы прежде всего должны им руководствоваться. Безусловно, в субъекте, то есть у нас в республике тоже есть свой закон, но он в большей своей части основан на федеральном законе об образовании, и если содержит, то только какие-то отдельные нюансы. Итак, получение у нас начального образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев. Вот если каких-то противопоказаний нет с этого возраста, уже ребенок может идти в школу, но не позднее 8 лет. И только в исключительных случаях по заявлению родителя может ребенок либо раньше, либо позже поступить. Правила приема образовательным учреждениям ребенка, они обязательно, то есть помимо законов во всех положений, в каждой школе есть свои правила приема, да, образовательного учреждения. Вот так эти правила приема, они обязательно, согласно действующего закона, должны содержать возможность принять всех граждан, которые имеют право на образование. А на образование имеют у нас право абсолютно все. Вот. Что касается, значит, еще правил, да, каких прием? По правилами приема также предусматривается и законом субъекта Российской Федерации предусматривается, что у нас ребенок может поступить в образовательное учреждение, которое территориально закреплено за этим образовательным учреждением. То есть вы должны проживать на данной территории, да, это такое вот основополагающее правило. Единственное из него исключение, которое в законе содержится, это если братья, сестры, они проживают в одной семье,
и они имеют преимущественное право поступления в ту же школу, где обучается их брат и сестра. Но это касается не только школ, это также касается и детсадов, то есть всех данных образовательных учреждений. И вот самая важная часть данной статьи, которая как бы для нас имеет очень большое значение, поскольку я знаю, что нашим особенным деткам зачастую отказывают в приеме, находят каких-то много всевозможных причин. Вот есть конкретная норма в законе, которая предусматривает, что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Ну, за исключением двух случаев. Первый случай – это когда поступают в какие-то специализированные учреждения, которые требуют отбора или конкурса, да, например, в музыкальные школы, в художественные школы, там должны учитываться определенные способности и одаренности детей. Либо, если это загранучреждение, Министерство иностранных дел, что вообще к нам не имеет никакого отношения. Вот во всех остальных случаях отказать школа в приеме ребенка на обучение может только если у нее нет мест. Все, это четко прописано в законе. Ну, понятно, да, можно там сейчас школы загружены и так далее, и мы понимаем, что по такой причине как бы школы могут отсылать. Но еще раз хочу сказать, я вам говорю о том сейчас, как установлено в законе, как должно быть в идеале, и попытаемся с вами вот прийти к тому, что мы можем сделать и как воздействовать, чтобы эти все нормы закона мы могли в своей жизни применить. Потому что понятно, что все написано так красиво, хорошо, но когда сталкиваешься с тем или иным вопросом конкретно, зачастую натыкаешься на какую-то стену. Но я считаю, что для начала мы должны хотя бы знать и четко понимать то, на что мы имеем право. То есть, чтобы начинать реализовывать эти права, надо ими четко и полностью владеть. Так вот, если же школа, да, действительно, в ней нет места и отказывают, то в таком случае возможно, чтобы родители ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращались непосредственно в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципального органа. То есть в таком случае просто необходимо идти и обращаться в управление образования по месту жительства с соответствующим заявлением и решать этот вопрос уже на таком уровне. При отсутствии мест, к сожалению, только такой уже механизм. Хорошо. Как бы вот этот этап, если уже родители проходят, да, своего ребенка в какую-то образовательную организацию определяют, возможно, по месту жительства, возможно, это какие-то коррекционные школы и так далее, встает здесь уже вопрос об организации непосредственно образовательного процесса и о том, на что мы, как родители, и наш ребенок вправе претендовать, обучаясь в школе, потому что здесь есть определенные тоже вопросы, и которые необходимо знать. Во-первых, содержание образования и условия организации обучения и воспитания в школе для детей с ОВЗ, они проводятся по адаптированным образовательным программам. То есть в школе должны такие программы иметься. У нас вот, были встречи и с управлением образования, и с мэром непосредственно. У нас школы позиционируют себя в городе Якутске. Конечно, не знаю, там как в других муниципальных образованиях, но в городе Якутске они все-таки все позиционируют себя как инклюзивные, как имеющие адаптированные образовательные программы. И должны быть в таких школах созданы специальные условия для получения образования указанными обучающимися. Что понимается у нас под специальными условиями? Вот это вот самое важное, наверное, на что нужно обратить внимание. Специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающих, включающие в себя
использование специальных образовательных программ, как я уже сказала, и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Ну, например, какие-то компьютеры, да, со специальными шрифтами и так далее. Есть специальные компьютеры также для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А также, что тоже важно знать, это предоставление услуг ассистента, помощника, оказывающего обучающим необходимую техническую помощь. Также проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Ну, то есть здесь уже речь идет о доступности среде, о пандусах и так далее. И даже этим не все наши школы, к сожалению, могут похвастаться, да? Вот. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или даже в отдельных организациях. Да? По каким нозологиям у нас субъекты Российской Федерации должны специализированные учреждения открывать. Это для глухих, слабовидящих, поздно оглохших, слепых, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть, если у вас ребенок имеет одно из таких заболеваний, да, инвалидизирующих, то, соответственно, может обучаться в отдельной школе. Так, что еще важно знать, что организация обучения может проводиться и в интернатах, да? И вот обучающие с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, то есть если это школа-интернат, да, они находятся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающие с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. То есть, если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который не находится в интернате, а обучается в общеобразовательной школе, ну, в коррекционной школе, неважно, все равно он должен быть обеспечен бесплатно двухразовым питанием. И также, согласно закону, следует отметить, что наличие специальных обученных специалистов в образовательной организации – это также забота государства, это не забота родителей, и они как бы не должны испытывать из-за этого какие-то, как говорится, трудности, но, к сожалению, на сегодняшний день и наличие тьюторов, и наличие специально обученных педагогов у нас далеко не в каждой образовательной организации имеется. Это то, что касается организации обучения в школах, да? Но помимо школ, еще если у нас дети осваивают общеобразовательные программы и нуждаются в очень длительном лечении, либо это дети-инвалиды по какой-то причине, которые не могут посещать школу, это, безусловно, возможно еще организация образования на дому. Но при этом мы должны как бы понимать, что организация образования на дому, она не лишает прав нашего ребенка на получение соответствующих учебных пособий, специально приспособленных, на материалы какие-то использования, ну и также не лишает его права на питание. Но здесь вот как бы, да, что хочется отметить и что тоже важно знать. У нас по закону об образовании, и вот именно по вопросу о питании это очень стало остро в последнее время. Почему? Потому что в законе об образовании у нас используется понятие ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Да? Зачастую это понятие путают как бы с понятием ребенок-инвалид, и они, вернее, отождествляют эти два понятия, и поэтому возникает тоже некоторая проблема.
Вот по питанию у нас в законе четко сказано, что бесплатным двухразовым питанием у нас обеспечиваются дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь речь не идет о детях-инвалидах, да? Но это так тесно переплетено, потому что в любом случае большинство, ну, многие, по крайней мере, дети-инвалиды, они все-таки являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому я хочу сейчас вот, чтобы четко-четко поняли, чем отличается и какие подтверждающие документы для того. Ну, для инвалидности, я думаю, всем понятно, но тем не менее, давайте я четко-четко это разграничу. Поскольку это вот важно не столько с правовой точки зрения, сколько именно с организацией учебного процесса. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это лицо до 18 лет с недостатками психологического или физического развития, которые препятствуют ему в получении образования без особых условий. То есть ОВЗ предполагает, что для получения образования нужны особые условия. Ребенок же инвалид, это также ребенок до 18 лет со стойким расстройством функции организма, спровоцированных последствиями травм, заболеваний или врожденными дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и потребности в социальной защите. То есть здесь не применительно к возможностям обучения, да? А ОВЗ, оно именно к возможности к обучению. И по ОВЗ оно устанавливается психолого-педагогической комиссией. Если у вас есть розовая справка медико-социальной экспертизы, это еще абсолютно не значит, что у вашего ребенка ОВЗ. Для того, чтобы получить статус ребенка, и в том числе обучающего ребенка с ОВЗ, необходимо прохождение психолога, медико-педагогической комиссии. Вот это заключение психолого-медико-педагогической комиссии, оно необходимо для создания специальных условий для обучения. Желательно еще за полгода до того, как ребенок у вас будет поступать в образовательное учреждение на учебу, пройти данную комиссию, чтобы иметь право требовать создания всех специальных условий и право требовать в том числе бесплатного питания для своего ребенка. Потому что на сегодняшний день, еще раз говорю, статус просто ребенок-инвалид, он таких преференций вашему ребенку давать не будет. Абсолютно. Поэтому здесь, я думаю, ну, всем понятно, да, чем отличается и что нужно в данном случае делать, да. Давайте вот в прошлый раз тоже очень много возникало вопросов по питанию. Давайте я вот здесь более как бы подробно остановлюсь, потому что, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день-то в законе это, конечно, прописано, но до сих пор многие школы отказываются в организации питания, да, для детей с ОВЗ, особенно для тех, которые у нас обучаются на дому, да. Поэтому вот здесь сейчас тоже механизм действия попробую вам расписать. Да, что мы должны точно, четко понимать, что организовать питание обязаны школы. Соответственно, ответственность за организацию питания несет личный директор, непосредственно директор. Вот. И руководствоваться в данных случаях нужно соответствующими положениями муниципалитетов. Ну, мы в городе Якутске руководствуемся положением, соответственно, города Якутска, да, об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Вот согласно этого положения родители детей, которые льготные категории, ну, к ним относятся многодетные, и к ним относятся дети-инвалиды по нашему положению якутскому, они должны ежегодно до 10 сентября подавать в школу заявление о предоставлении компенсации в текущем учебном году на питание. Компенсация это на питание, она предоставляется в виде скидки на питание в размере не
менее 50% от стоимости, не менее 50%. Вот здесь как раз-то в положении, да, речь идет именно о детях-инвалидах, независимо от того, присвоен им статус ОВЗ или не присвоен им статус ОВЗ. Это все замечательно, но мы должны понимать, что, а если наш ребенок инвалид со статусом ОВЗ по МПК, то мы в таком случае вообще не должны оплачивать ему питание. Оно должно быть организовано совершенно бесплатно. Вот так. И здесь у нас как бы, поскольку тоже разные толкования возникали этой нормы, каким образом обеспечивать, например, детям, обучающимся на дому, бесплатное питание, да? Здесь есть соответствующее письмо Миноборнауки России от 14 января 2016 года, номер 07-81, где четкие даны разъяснения, что детям, обучающимся на дому, питание организуется посредством выдачи сухого пайка, либо же компенсации денежной на питание в соответствующих размерах, которые утверждаются в муниципалитетах, да, на питание на одного ребенка. Вот. Значит, что здесь, давайте сейчас коротко уже это все обобщу в одну кучу и сложу чисто схему, да, что нужно делать. То есть, если наш ребенок учится, у него статус инвалида или же ребенка ОВЗ, или же, как чаще всего бывает, и то, и другое вместе, да, мы ежегодно, желательно перед самым началом учебного года, ну, в городе Якутске, например, четко установлено, до 10 сентября, необходимо подавать заявление в школу. Если ваш ребенок с ОВЗ, то на организацию питания бесплатно. Если инвалид без ОВЗ, то как льготной категории с компенсацией не менее 50%. Если обучается на дому, то, соответственно, заявление на сухой паёк или компенсацию. То есть вот 3 таких варианта. Заявление обязательно составляется в 2 экземплярах, вручается в приемную директора под входящий номер. Второй экземпляр с входящим номером остается у вас на руках. Потому что сейчас такая ситуация, у нас во многих районах вообще не могут добиться вот этого несчастного питания. Да, да. Насколько мне известно, у нас хорошая практика имеется только в Татинском Улусе. В Татинском Улусе, благодаря настойчивой мамочке, которая вот правильно всю вот эту процедуру оформила, подала заявление на питание, ей школа отказала, она обратилась в прокуратуру, и прокуратура уже вынесла соответствующее предписание школе, которое обязало организовать питание. Ну и, соответственно, все это уже у них поставлено на поток. Поэтому здесь, конечно, мы будем сталкиваться с определенными трудностями, но если мы правильно сделаем один раз, потом уже долгое время и мы будем сами пользоваться этими благами, и уже другие, соответственно, детки тоже этими благами будут пользоваться. Поэтому если возникнут любые вопросы по составлению заявления, если там откажут в удовлетворении требований заявлений для обращения в вашу прокуратуру региональную, никаких проблем, вы звоните в колл-центр Харисхал, мы во всем этом окажем содействие. Вплоть там, как правильно написать, куда правильно подать, все это скажем, все разъясним. Вот это такой наболевший вопрос, я думаю, и надеюсь, что вот таким вот дружным скопом со всех фронтов ударим, и все-таки этот вопрос будет решен с детским питанием. Так, это что касается, значит, организации обучения в школах, да. По итогам вот обучения уже, да, как мы знаем, в 9-11 классе у нас обязательные итоговые аттестации. Что здесь мы должны знать? Они утверждаются ежегодно, то есть каждый год порядок сдачи итоговых государственных аттестаций, он утверждается новый. Но, тем не менее, основные положения, основной порядок из года в год он повторяется. Сейчас, конечно, на 2021 год уже немножко поздновато для ребят, которые там девятиклассники и 11-классники сейчас, но все равно у кого-то на следующий год будут сдавать. Мы немножечко это озвучим.
И еще, учитывая то, что изменения ребенок по состоянию здоровья может вносить за 2 недели до экзамена. То есть даже если что-то кто-то вдруг решит передумать, все равно время еще немножко остается, да? Так вот, что у нас в 2021 году, какие особенности по ОГЭ и ЕГЭ? Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по 2 обязательным предметам – русскому языку и математике. То есть сдавать ОГЭ по дополнительным предметам в 9 классе в этом году дети не будут. В 11 классе еще, да, значит, тоже в этом году большие особенности какие. Основаниями для выдачи аттестатов о среднем и общем образовании следует признавать результаты ЕГЭ по русскому языку для тех выпускников, которые планируют поступать в вузы. А если не планируют поступать в вузы в 2021 году, то здесь будет достаточно результатов ГВЭ по русскому и по математике. То есть здесь еще больше, да, облегчилась процедура. Если кто-то собирается поступать, и ему не нужна профильная математика, он вообще ее может в этом году и не сдавать. То есть математика нужна только тем, кому она по профилю для вузов нужна. Угу. Вот. Ну, как я уже сказала, что заявления принимаются на экзамены до 1 февраля 2021 года, но заявление об изменении по уважительной причине, а состояние ребенка, состояние здоровья ребенка это всегда признается уважительной причиной. А я так понимаю, что у нас у всех все-таки детки имеют особенности по здоровью. Вот тогда может быть заявление подано не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена. Мгм. Если у нас дети с ограниченными возможностями здоровья, опять-таки же, да, они вправе для себя также выбрать форму сдачи экзамена либо в форме ГВЭ, либо в форме ЕГЭ по своему выбору. Также вправе выбирать, давать им дополнительные экзамены, не сдавать, и сдавать их в какой форме, ЕГЭ или не ЕГЭ. То есть здесь выбор стоит. Ну, по поводу организации специальных условий, здесь, в общем-то, в большей степени то же самое, что организация специальных условий для самого обучения. То есть обязательно перед сдачей экзаменов ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ, неважно. Если ваш ребенок как-то ограничен в возможностях здоровья, необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Только она и только она определяет у нас, нужны ли ребенку специальные условия, и какие именно эти специальные условия нужны. И нужен ли ему человек-ассистент, который ему будет помогать при сдаче экзамена, или такой человек ему не нужен. Вот. Поэтому, еще раз говорю, вот эту ПМПК, ее необходимо, о ней всегда надо позаботиться заранее, хотя бы за полгода, чтобы все эти условия были созданы. Ну, вот все условия не хочу перечислять, потому что здесь, конечно, очень много всего, что предусмотрено, да, я, как уже сказала, это может быть помощник, который поможет передвигаться, прочитать задания, перенести ответы в экзаменационные бланки. Но здесь еще также и добавляется время к сдаче экзамена, это 1,5 часа продолжительности экзамена по всем учебным предметам. А если это иностранный язык, то здесь к разделу говорения добавляется 30 минут. Угу. Так, что здесь еще будет важно? Угу. Вот здесь важно еще отметить, что в 2021 году для сдачи ГИА по медицинским показаниям, не имеющих возможности прибыть в пункт сдачи экзамена, в соответствии с рекомендациями ПМПК, проведение ГИА может быть организовано на дому или в медицинском учреждении. Это тоже такое вот в этом году новое, потому что раньше, независимо с ограниченными возможностями здоровья,
ученик или нет, ему обязательно надо было в пункт сдачи экзаменов прибывать. Это там должны были организованы специальные особые условия, чтобы ребенок мог туда попасть и сдавать там экзамен. А в этом году возможна сдача экзаменов на дому, что тоже, я думаю, многим облегчило бы жизнь. Вот. И вот у учеников, да, кто у нас в 11 классе учится, встает, конечно, вопрос им сдавать все-таки ЕГЭ или сдать итоговую аттестацию в форме ГВЭ, и боятся, что это повлияет потом в последующем на поступление. Здесь что нужно отметить? Безусловно, во всех высших учебных заведениях у нас основанием для приема являются результаты единого госэкзамена, да, по русскому языку и по профильным предметам. Но здесь, конечно, тоже как бы все индивидуально по положениям конкретных вузов, но в большинстве вузов и в нашей республике... Ой, боже мой, я напугалась. И в нашей республике, и за ее пределами правила, они практически идентичны в плане тех отступлений, которые у нас даются для детей-инвалидов и инвалидов. В данном случае они при наличии аттестата, даже если они сдавали государственный выпускной экзамен, не ЕГЭ, а ГВЭ, они могут поступить в вуз по правилам данного вуза, то есть пройдя там вступительные испытания. Вступительные испытания по-разному, конечно, организуются, но хочу сказать, что на сегодняшний день по билетам там практически никто, конечно, не делает. Все проходит в рамках тестирования. То есть тест. Некоторые еще вузы собеседования у себя включают для поступления. Тест по профильному предмету и по русскому языку. И тогда есть возможность поступить в вузы, тем более, что там и квоты существуют, да, для детей-инвалидов и инвалидов. И даже если не попадают в квоту, то при прочих равных условиях, при приеме преимущество, да, то есть если и баллы одинаковые, и все другие показатели одинаковые, но при приеме у них по правилам отдается предпочтение детям-инвалидам и инвалидам. Поэтому тут для себя уже нужно решать, что будет проще, комфортнее вашему ребенку, или сдавать все-таки ЕГЭ сразу, да, для поступления. Но не всем это как бы просто в силу каких-то их особенностей здоровья подвластно сдать это ЕГЭ. Либо все-таки сдать вот эти вот вступительные испытания в каком-либо вузе. То есть, если вдруг ваш ребенок не сдает ЕГЭ, а решает сдать другие экзамены, это не значит, что он оказывается, для него оказываются недоступны высшие учебные заведения. Это не так. И в плане организации там образовательного процесса уже в среднеспециальных и высших учебных заведениях тут такие же правила. То есть обязательно должен быть организован свободный доступ в помещение, должен быть организован, если необходимо, там, помощник и так далее. Единственное, что здесь уже не входит и питание, и обеспечение учебным материалом, так как для школьников. По большому счету я хотела вот это сказать в основном, да, и хотела остановиться я на вопросах еще, на парочке вопросов, которые в прошлый раз были заданы, да. Так, был задан вопрос, вот я так поняла, что из Ленска этот был вопрос, да, что заканчивает ребенок обучение в этом году и
у них отсутствует сейчас бюро медико-социальной экспертизы для того, чтобы пройти переосвидетельствование на инвалидность. Да? Вот здесь я позвонила в наше республиканское бюро медико-социальной экспертизы, и мне сказали, что до 1 октября 2021 года автоматически будет продляться на 6 месяцев инвалидность с направлением документов по адресу проживания. Вот уже после этого, после вот этой даты уже тогда надо будет, ну, можете либо со мной связаться, я дополнительно буду выяснять, но пока вот до этой даты можете не переживать, вам переосвидетельствование проходить не придется. Так, был вот еще очень много задавалось вопросов по слуховым аппаратам, да, то есть это у нас техническое средство реабилитации, которое через фонд социального страхования получают, и было много жалоб, что вот эти вот слуховые аппараты, они детям не подходят, не сидят там, не спадают все время, то есть не могут ими быть использованы по целевому назначению. Вот. Что в таком случае нужно делать? Нужно обратиться в ФСС по месту вашего жительства с заявлением о составлении акта, что аппарат не подходит вашему ребенку и не может быть им использован. При наличии такого акта у вас на руках вы можете самостоятельно приобрести тот аппарат, который вам прописан в вашей индивидуальной программе реабилитации, и обратиться за компенсацией. Размер компенсации могу сейчас примерно вам озвучить. Для аналогового заушного мощного аппарата это 7400, для цифрового заушного мощного это 13660, для цифрового заушного сверхмощного 14206 и для внутриушного это 40650, это на конец прошлого года. Сейчас могут немножечко суммы как бы разниться, но вот примерно так. Ну, потому что если вы вновь, да, после даже составления акта, сдачи этого неподходящего аппарата, вновь обратитесь в ФСС, у них-то закупка та же самая, они вам опять то же самое предоставят. Вот есть ли смысл? Поэтому ориентируйтесь по суммам, но только акт должен обязательно составлен быть, потому что если акта не будет, будет считаться, что вы обеспечены этим средством, и вам никто компенсировать не будет. Вот это вот нюанс обязательно нужно соблюсти. Так, вот такие вопросы, как бы я основные прошлого раза ответила. Сейчас хочу выйти в чат, посмотрите, и кто-то, если может вот так задать вживую вопрос, или как в чат-то зайти тут? Так. Так, добрый вечер. Как родители мы имеем право сходить и узнать меню? Сходить и узнать меню, конечно, имеете право, но утверждается оно заранее и с учетом вашего мнения, будут ли его менять с мнения одного этого? Нет, но узнать можете. Так, мой сын уже 8 класс, пока не решили еще до конца закончить школу 9 классом или 11. Хотя классный руководитель говорит, что 9 классом окончит школу, так как не осилит экзамены 11 класса. Сама-то я тоже умом понимаю, что не осилит. Не знаю, как нам быть. Может, что посоветуете? Спасибо, здравия. Ну вот смотрите, если у вас есть опасения, что ребенок не сможет действительно осилить программу и экзамены, особенно 11 класса, ну стоит ли, как говорится, его насиловать и стоит ли терять драгоценное время? Может, действительно ему после 9 класса освоить какую-то профессию, которая, возможно, на базе 9 классов, если он в последующем зато захочет поступить в вуз, может быть, даже заочно или там дистанционно, это же не будет ему препятствовать. Зато диплом о среднеспециальном образовании, он же как аттестат одновременно идет.
И, соответственно, при поступлении уже в высшее учебное заведение у него не будут требовать результаты ЕГЭ. Если в ВУЗ не поступает, ребенок может сдать ЕГЭ в форме ГВ. В этом году вообще все дети, даже не с ограниченными возможностями, могут сдавать в форме ГВ. А те, кто с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, они тем более могут сдавать в форме ГВ, могли и до этого, и сейчас тем более могут. Так, в 1 классе поставлен диагноз 8 вид, сейчас учится в 8 классе, осенью были у психиатра специфические расстройства развития учебных. Можно ли изменить вид обучения? Вид обучения вам определяет психолого-медико-педагогическая комиссия. Всегда можно изменить на любом этапе обучения. Проходите комиссию, вам дается заключение, какая форма обучения рекомендуется. Общеобразовательная, 7 вид, 8 вид. Поэтому это вообще на любом этапе обучения можете сделать. Вот дети с ОВЗ после ГВ могут рассчитывать на какие-нибудь льготы при поступлении в СУЗы, среднее специальное учебное заведение. Вот там практически такие же, сейчас скажу вам, льготы, как и при высшее учебное заведение. То есть это не льгота как таковая, да, это преимущественное право поступления при прочих равных условиях. Вот это скорее так правильно будет говорить. Угу. Так. Льготы. Сейчас посмотрю вот именно льгот, что касается, потому что льгот это там... Нет, как таковых льгот именно для детей с ОВЗ там нет. Единственное, что вот говорю, что... Так, здравствуйте. Почему детям-инвалидам обязательные брекеты ставят не бесплатно? Нам срочно нужна операция, но без брекета никак. Брекет сказали. Ну, давайте вот по поводу брекетов я не могу прямо сейчас сразу пояснить. Вот этот вопрос тогда я оставлю на заметочку. Вы в колл-центр позвоните, я в ближайшие вот дни вам ответ подготовлю, хорошо? Если у вас срочная операция. И этот вопрос четко вам разъясню, потому что сейчас такой информацией не владею по поводу брекетов, не могу вам точно сказать, почему и как. Потому что, насколько мне известно, да, по действующим правилам, там брекеты ставятся бесплатно в случае, как бы, когда заболевание, не заболевание, да, а в случае, когда по тому или иному диагнозу без них нет возможности как бы ребенку кушать, да, правильно, откусывать и так далее, и так далее. Но я должна обязательно это уточнить, потому что я это просто поверхностно сейчас вам информацию говорю. Так, да, 705-887 – это телефон колл-центра. Звоните, вас переводят на меня, я вот прямо по срочности этот вопрос выясню до конца этой недели, вы мне обязательно перезвоните. Так, ну тогда, если все у нас на сегодня, давайте тогда закончим. Всем спасибо за внимание. По вопросам, по которым могла, я ответила, и по которым не смогла, говорю, подготовлю обязательно информацию. Если что, обращайтесь, всегда поможем в любом вопросе, в любом деле. Всем спасибо большое. До свидания. Ну, вот мы планируем ежемесячно как минимум проводить с Марией с благотворительного фонда Халожискал этот семинар, поэтому подключайтесь, наболевшие вопросы говорите, мы будем
Здравствуйте. Машенька, привет! Привет, моя хорошая. Будем их более расширенно и углубленно с вами совместно рассматривать и изучать. Все, спасибо большое, до свидания.